Увеличение рождаемости, снижение бедности и создание финансовых гарантий для семей с детьми. Вот главные цели губернаторского законопроекта. Депутатам на рассмотрение представлен целый комплекс мер поддержки. В ближайшей перспективе не иначе ждать демографический прорыв, уверен Владимир Косов. Значительный шаг вперед, это точно, абсолютно. Стимуляция рождения детей, это для нас является сейчас основополагающей, потому что рождаемость падает по разным причинам. Молодежь уезжает, там население стареет, другие не имеют возможности содержать ребенка, там нет квартиры. И сейчас как из федерального центра, так и с нашей стороны делается все возможное. Демографический законопроект ранее был расширен и дополнен новыми мерами социальной поддержки. В окончательной редакции парламентарии рассмотрят его завтра. Но сегодня последние штрихи на заседаниях профильных комитетов. Законопроектом предлагается, первое, внести региональный семейный капитал при рождении первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. Мы видели, какое воздействие было при введении регионального семейного капитала за третьего ребенка. У нас существенно на тот момент увеличилось количество детей, которые рождались третьими. Мы ожидаем, что этот законопроект нам поможет поддержать тех людей, которые по тем или иным причинам, в первую очередь по жилищным, по каким-то жизненным неустроенным причинам, откладывали рождение первого ребенка. Вплоть до 2022 года, покуда сверстан бюджет республики, региональный семейный капитал получит до 3200 семей. Среди других значимых мер социальной поддержки – уменьшение критерия нуждаемости для компенсации за детский сад. Получить такую смогут семьи, чей совокупный доход не превышает 2,5-кратного прожиточного минимума. Сейчас всего 1,5. Предполагается, что компенсацию получат 53 тысячи семей, в 3 раза больше нынешнего. Кроме того, увеличивается и республиканское пособие на ребенка. Это вторая по затратности из всех мер социальной поддержки. Все эти предложения были учтены в ходе широкого общественного обсуждения. Поэтому огромное спасибо. Мы, в общем-то, убедились, что общественность слышит, с общественностью считаются, и надеемся, что и в дальнейшем, в общем-то, наши предложения будут учтены. Законопроект предусматривает также увеличение пособия на проезд школьников и студентов из многодетных семей, пособие на покупку продуктов питания беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям. С 4920 рублей до 6500 увеличится матпомощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям и некоторые другие меры. Ранее демографические инициативы получили поддержку Общественного совета регионального парламента, и вот сегодня законопроект был одобрен в профильных комитетах. Депутаты Госсовета примут закон завтра на первом заседании осенней сессии. А то, что его примут, сомнений нет. Еще никогда раньше на поддержку семей с детьми не выделялись такие огромные суммы. Алексей Корчма, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.